В начале 20-го столетия на средства российского книгоиздателя, просветителя Флорентия Федоровича Павленкова открывались и пополнялись книгами первые народные библиотеки-читальни. На территории нынешнего Дебесского района было открыто 2 павленковские библиотеки. Одна из них открыта в нашей деревне, в деревне Тальон. С 1869 года Тальон был волостным центром, поэтому Земское собрание Глазовского уезда приняло решение об открытии здесь читальни. В 1912 году Тальонская библиотека имела самый большой фонд среди народных библиотек Глазовского уезда. Размещалась изба-читальня в школьном здании и в здании волостного правления. По материалам архивов известно, что в 1915 году Народная библиотека насчитывала 232 читателя при населении около 800 человек и 1285 экземпляр книг. К большому сожалению, информация о судьбе библиотеки в годы революции и гражданской войны не сохранилась. Известно, что избы-читальни функционировали до 1936 года, а затем они стали называться сельскими библиотеками. Библиотекарем с 1911 по 1916 год работал заведующий Тальонского народного училища Григорий Николаевич Басов. В разное время работали в Тальонской сельской библиотеке Воронцова Капитолина Ивановна, Вьюгова Елизавета Ефремовна, Ившин Сергей Павлович, Максимова Александра Никитична, Горских Татьяна Степановна, Королева Галина Михайловна, Тронина Зоя Арефьевна, а с 1983 года 34 года работала Бойкова Татьяна Александровна. И вот уже 3 года руководит библиотекой Воронцова Алевтина Леонтьевна. В 1978 году в Дебесском районе была проведена централизация библиотек в единую библиотечную систему, в результате которой Тальонская сельская библиотека стала филиалом Центральной библиотечной системы. Тальонская библиотека занимает в жизни села заметное место, является центром общения и сохранения истории, традиций, культуры. В 2018 году Тальонская Павленковская библиотека отметила свой юбилей – 115 лет со дня основания. В рамках этого знаменательного события были проведены циклы мероприятий, цель которых – раскрыть для односельчан-земляков значимое место библиотеки в жизни села на протяжении многих лет, важность чтения и книги в жизни современного человека. Нашей местной поэтессе Еленой Трониной к данному событию было посвящено стихотворение. Вблизи Чепцы, в Ука-горы, в селе с историей 3 века есть дом с собранием разных книг Тальонская библиотека. Лет 100 назад по всей стране по завещанию Павленкова открыты были для селян 2000 читателей. Деревне нашей повезло в числе 2000 оказаться. Уже 115-летие свое отпраздновала библиотека. Под тихий плеск чепецких волн ее история вершится, и словно к храму на поклон пускай народ сюда стремится. В юбилейном 2018 году на базе Тальонского дома культуры совместно с библиотекой был открыт многофункциональный культурный центр «Семья». На базе библиотеки и центра «Семья» проводятся мастер-классы с привлечением специалистов различных направлений и работают клубы по интересам. Библиотека помогает в подборе материала и необходимой литературы, организует выставки книг, принимает участие в подготовке и проведении мероприятий. Немаловажным направлением в деятельности библиотеки является работа с молодежью и с людьми старшего поколения. Проводятся занятия по интересам, посиделки, тематические вечера. В День защитника Отечества на живописном берегу реки Чепцы прошел районный семейный фестиваль, конкурс рыбаков «Ловись, рыбка-2019».
В нем приняли участие гости Дебесского и Игринского районов. Перед конкурсом рыбаков был проведен обряд поклонения воде. Пока рыбаки ловили рыбу, для остальных гостей были организованы состязания, катание на санях. Для желающих оставить память от этого дня была оформлена фотозона в гостях у Потапыча. И, конечно, варилась вкусная уха. Конкурс закончился подведением итогов и награждением лучших. По заявке жителей деревни Тальон в зимний период проводится мастер-класс по скандинавской ходьбе, в которой принимают участие все желающие. Ветераны нашего поселения ведут активный образ жизни, участвуют во всех проводимых мероприятиях нашей библиотеки. Так, в январе месяце Тальонская земля принимала гостей из муниципального образования Категурское и муниципального образования Сюрногурское, участников районного этапа фестиваля-конкурса художественной самодеятельности ветеранских организаций. В библиотеке была оформлена книжная выставка об интересных людях поселения, проведена викторина об истории деревни Тальон и сельской библиотеки. Большое внимание уделяется работе с детьми. Работа идет в тесном сотрудничестве с педагогами Тальонской начальной школы и Тальонского детского сада. Для них проводятся беседы, игровые программы, информационные часы, квесты, просмотры фильмов и многое другое. Традиционно в Центре «Семья» проводятся Дни защиты детей. В апреле 2020 года прошел районный фестиваль семей «Родовое древо». В нем приняли участие 7 семей из Дебесского и Кесского района. Семьи представили семейные обряды, познакомили зрителей с историей своей семьи, показали свои творческие способности. В 2018 году впервые в районе была презентована и вручена первая премия имени Степана Павловича Широбокова «Дебес Учи. Дебесский соловей» народного поэта Удмуртии. На соискании премии было представлено 18 работ. Лауреатом премии стала Юлия Бывальцева, ученица 7 класса, читатель нашей библиотеки. В 2019 году библиотека приняла участие в республиканском конкурсе «Я читатель» Павленковской библиотеки, по результатам которого 3 участника были награждены дипломами за верность книге и чтению, преданность Павленковской библиотеке. Краеведческая деятельность нашей библиотеки является приоритетным направлением в работе, сбором и хранением материалов о тружениках села, известных людях, исторических памятниках, традициях и обычаях. Библиотека занимается уже не 1 десяток лет. В 2020 году поселение приняло участие в конкурсе социальных проектов среди муниципальных образований и заняла первое место на районном и республиканском этапе с проектом «Генеральская гостиная». Основная часть проекта реализована, и при библиотеке оформлена музейная комната. Генеральская гостиная в дань памяти нашего земляка Федора Ивановича Городилова. Реализация данного проекта создаст необходимые условия для сохранения и пополнения коллекций музейной комнаты, будет способствовать формированию положительного имиджа Тальонской сельской библиотеки как места активного посещения населением микрорайона и станет центром гражданско-патриотического воспитания молодежи, будет способствовать возрождению семейных ценностей и традиций, укреплению связи между поколениями. Близ Дебес сохранился фрагмент Сибирского тракта. Там растут огромные столетние березы. Они еще помнят Радищева и Достоевского, каторжных песен и скорбных лиц. Сибирский тракт – старая дорога, и по ней, к счастью, уже никого не ведут. В августе 2020 года в селе Дебесы состоялся фестиваль «Сибирский тракт. Интеграция в современность». В рамках грантового проекта, выигранного Дебесским музеем «Сибирский тракт», в котором библиотека приняла активное участие, было оформлено подворье на площадке «Деревня на Сибирском тракте». В эстафете «Лапти-кросс» наша команда «Тальонский лапоть» стала обладателем номинации «Лучшее из лучших».
очень активно работали наши мастер-классы. Валяние валенок, который провела Леконцева Екатерина из этнокомплекса Живица Кесского района, и шерстяная живопись, которую провела Бойкова Галина Петровна из деревни Тальон. Таким образом, Тальонская Павленковская сельская библиотека была и остается местом интересного и полезного проведения досуга, центром гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, которое и дальше будет нести свою просветительскую функцию, и мы горды, что среди них есть и частица нашего скромного труда.